Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И коротко о главных событиях. После двухлетнего капитального ремонта в Сухуми открылась женская консультация. О работе республиканской психиатрической больницы, об условиях и нуждах специализированного учреждения. Специалисты СФТИ отреставрировали турбины насоса на Киласурской водонасосной станции, вышедшие из строя 23 октября. В ходе рабочего визита в Москву президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Обсуждались вопросы обеспечения пограничной безопасности, режима работы КПП ПСО, а также безопасности различных отраслей экономики. Также в Москве состоялась встреча Аслана Бжани с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Как сообщает пресс-служба президента, обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, в частности, социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Во встрече участвовали заместитель главы администрации президента Абхазии Валерий Пабба и вице-премьер, министр экономики Кристина Узган. Премьер-министр Абхазии провел ряд рабочих встреч. Александр Анкваб обсудил с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик эпидситуацию в стране и меры по ее улучшению. В частности, возможность ужесточения ограничительных мер в сочетании с обязательной вакцинацией работников бюджетной сферы. Этот вопрос предложено вынести на обсуждение с членами Координационного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Людмила Скорик также сообщила, что по линии МККК в республику завезено специальное холодильное оборудование для хранения большого количества вакцин. Эта необходимость связана с планируемой поставкой 30 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Также планируется начать вакцинацию населения от гриппа. Текущей работе Министерства внутренних дел посвящалась встреча премьер-министра с исполняющим обязанности министра внутренних дел Русланом Ажиба. Разговор шел о криминогенной ситуации, об участии подразделения обеспечения общественного порядка МВД в реализации требований указа президента о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, о борьбе с незаконной добычей криптовалют. Александр Анкваб и Руслан Ажиба также обсудили формат мероприятий, связанных с юбилеем органов внутренних дел республики, столетию образования которых отмечается в ноябре текущего года. Была подчеркнута необходимость ограничить планируемые мероприятия в связи с эпид-обстановкой в стране. Александр Анкваб также встретился с ИО генерального директора РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджиновым. Обсуждалась текущая ситуация в энергосистеме Абхазии. Александр Анкваб расценил ситуацию с собираемостью платежей как критическую и поручил руководству «Черноморэнерго» в тесном взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления принять меры к изменению ситуации, в том числе и в вопросе пресечения незаконного потребления электроэнергии. После двухлетнего капитального ремонта в Сухуми открылась женская консультация. Теперь женщины смогут проверить свое здоровье, встать на учет и следить за состоянием беременности в качественно новых современных условиях. В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Эдуард Будба и главврач республиканской больницы Эрик Хатхуа. Репортаж Эсма Гуланзе. Долгожданное преображение. Позади 2 года масштабных ремонтных работ. Сегодня женская консультация – это просторные уютные кабинеты и современный интерьер. Медучреждение планируют оснастить новейшим медицинским оборудованием. Сегодня открытие – хорошее знаменательное событие для наших граждан, для женского населения. Есть сложности с оборудованием, которое на 100% еще не сформировано здесь. Я думаю, что это дело времени, какого-то промежутка, отрезка времени, потому что сразу оснастить все достаточно сложно, это финансовые затраты, но в этом направлении проводится большая работа.
через какое-то время поэтапно, планово эта женская консультация будет наполнена новейшим оборудованием. Состояние медучреждения до ремонта было удручающим, если не сказать аварийным. Многие женщины жаловались, в каких далеких от комфорта условиях приходится ожидать приема врача. Да и самим медработникам вряд ли нравились условия работы. Ремонт начался в 2019 году и обошелся почти в 9 миллионов рублей. Средства были выделены из республиканского бюджета. На время ремонта пациенток принимали на первом этаже республиканского роддома. Любезно роддом нам предложил административную часть. И вот мы работали эти 2 года там. Нас любили, холили, лелеяли. Там комфортные были условия? Ну, вы знаете, конечно, как может быть комфортно, когда в одном кабинете одномоментно могут вести прием 3 доктора? Ну, это некомфортно никому. Прежде всего, беременным некомфортно. Не то, что даже докторам. Доктора, ладно, как бы на глаза закроем. Но, тем не менее, ничего. Мы понимали, что рано или поздно мы перейдем. Сегодня в консультации 5 кабинетов гинекологов, работающих посменно. Кроме того, в медучреждении работают смежные специалисты. Функционирует лаборатория, организована школа будущих родителей. В день врачи принимают как минимум 45-50 пациенток. Открытие консультаций позволит оказывать медицинскую помощь женщинам в комфортных условиях. Мероприятие очень важное, и мы рады сегодняшнему событию. Мы рады открытию женской консультации при отделении родовспоможения в республиканской больнице. Было затрачено много усилий, колоссальные средства. Сегодня государство создает условия для выполнения своей профессиональной деятельности нашим коллегам. И работают они в максимально комфортных условиях. Это невозможно не отметить. И мы хотим начать свою деятельность вот с таких позитивных моментов, с радостных моментов. Прием женской консультации проводится в будние дни с 9:00 до 17:00. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил медучреждение Гагрского района. На встрече с коллективом Гагрской ЦРБ Эдуард Бутба отметил, что руководство страны и Минздрав, невзирая на сложности, связанные с пандемией коронавируса, помогают в оснащении медучреждений оборудованием, с обновлением автопарков, ремонтом помещений. Также ведется работа по линии подготовки специалистов. Эдуард Бутба осмотрел ПЦР-лабораторию. В день здесь проводят до 100 исследований, но при максимальных нагрузках могут проверить около 200 человек. Министр здравоохранения также посетил Гагрское медицинское училище, пообщался со студентами и поинтересовался их проблемами. В завершении поездки Эдуард Бутба посетил Пицунскую больницу. В медучреждении 2 основные проблемы – отсутствие современной машины скорой помощи и рентгенаппарата. Глава Минздрава пообещал изыскать возможности для их решения. В связи с пандемией COVID-19 мы нечасто рассказываем о проблемах лечебных учреждений, где не проходят лечение коронавирусные больные. Наша съемочная группа посетила республиканскую специализированную психиатрическую больницу. Новый руководитель медучреждения Ирина Ануа рассказала о хозяйственных условиях работы и о нуждах больницы. Репортаж Сарии Кварасхелия. В настоящее время республиканская специализированная психиатрическая больница является многофункциональной. В структурном устройстве теперь находится диспансерное отделение. Здесь оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь. Проводятся трудовые, военно-врачебные, судебно-психиатрические экспертизы, а также осуществляется комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на скорейшее возвращение пациентов в общество. В больнице работают медицинские психологи, которые проводят исследования и проводят коррекционную работу. Что касается лекарственного обеспечения учреждения, оно достаточно. Есть все лекарства для оказания неотложной психиатрической помощи. Если возникает необходимость в лечении пациента каким-то специальным препаратом, специфическим, то осуществляется заявка в Министерство здравоохранения, которая всегда выполняется. Ну, хотелось бы сказать, что мы бы, конечно, как врачи хотели, чтобы наши больные получали лечение более широким ассортиментом современных психотропных препаратов. Бывают очень редкие случаи, больше даже это желание самих родственников больных в приобретении
Ну, как правило, это дорогостоящие препараты, которые редкие. Контингент пациентов больницы, конечно, особенный. Каждому из них нужен особый подход. В день наших съемок в больнице было 123 больных. Женщины охотно с нами общались. Одна передавала привет сыну, другая – маме. Были и те, кто прятался от камер. Есть больные, находящиеся в острых психотических состояниях, которые нуждаются в активной купирующей терапии. Находятся они в состоянии психомоторного возбуждения. Есть больные, которые нуждаются в постороннем постоянном уходе, потому что на сегодняшний день альтернативного отделения, которое осуществляло бы постоянный сестринский уход за больными пожилого возраста или за больными, которые уже в силу психического заболевания достигли каких-то конечных стадий болезни, нет. Есть категория больных молодого возраста, у которых впервые возник психотический эпизод. Такие тоже пациенты есть. Но еще в нашей больнице проходят принудительное лечение психически больные, совершившие общественные деяния, правонарушения, и которые по решениям суда проходят здесь принудительное лечение. Они освобождены от уголовной ответственности, но лечатся у нас по решению суда. Питание в психиатрической больнице трехразовое. Уже давно нет сбоев в поставках продуктов питания. Все задолженности погашены. В целом улучшились условия содержания больных в стационаре, говорит Ануа. Однако наряду с достижениями имеются еще и нерешенные вопросы в области психиатрической службы. Остается нерешенная проблема отсутствия психиатрических кабинетов в районах. Это приводит, опять-таки, к отсутствию преемственности в лечении больных и в постоянном возврате больных в лечебное учреждение на стационарное лечение. То есть происходит регоспитализация больных. В больнице отсутствует клиническая лаборатория и отсутствует оборудование для проведения функциональных методов исследования больных. Накопился ряд хозяйственных проблем. Это поломка системы кондиционирования, протечки сантехнического оборудования, вышедшая из строя фекально-насосная станция, неустойчивость решеток, оконных и дверных проемов. К первоочередной проблеме относится охрана всего периметра и корпуса больницы. В исполнение данных поручений 22 октября в больнице работала расширенная комиссия заинтересованных специалистов, которая провела обход территории больницы, был осмотрен корпус больницы, зафиксированы все проблемные места, составлен их список, и в настоящее время производится расчет сметы выполнения всех этих услуг и ремонтных работ. Но некоторые вопросы хозяйственные у нас уже решены. Также при активном участии правительства отремонтирован дизельный генератор и котельная станция. То есть на настоящее время, уже с наступлением холодов, у нас в больнице тепло. Еще одной проблемой Ирина Ануа назвала острую нехватку кадров. Для решения этого вопроса ведутся переговоры с Минздравом с целью выделения лимитов для профильного обучения в Российской Федерации, добавила главврач учреждения. Сейчас работа здесь идет в штатном режиме. В настоящее время больница развернута на 140 коек. Современное здание медучреждения было построено в рамках инвестиционной программы. Открытие состоялось в феврале 2015 года. В 2022 году психиатрической больнице Абхазии исполнится 90 лет. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Министерстве культуры обсудили вопрос подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилею народного поэта Абхазии, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахтзапша первой степени Баграта Шинкуба, который пройдет в 2022 году. В частности, обсуждался вопрос учреждения международного ежегодного фестиваля имени Шинкуба. В рамках большого фестиваля планируется провести цикл мероприятий, которые по своему формату будут интересны в том числе и молодежи. В ходе встречи участники предложили свои идеи по проведению юбилейных мероприятий, которые будут рассмотрены более детально на следующем заседании.
Насос на Киласурской водонасосной станции запущен. Специалисты СФТИ отреставрировали турбины, и уже во вторник инженеры водоканала запустили насос. Пока сбоев нет. Как сообщается на сайте столичной администрации, это временное решение вопроса. Насосы не подлежат капитальному ремонту. Новый заказали на Екатеринбургском заводе «Свердмаш». Время его изготовления около 90 дней. Напоминаем, что 23 октября вышел из строя второй перекачивающий насос для усиления резервуара Киласурской водонасосной станции. С 27 октября по улице Званба в промежутке от проспекта Аяйра до улицы Лакоба и по улице Академика Марра, от улицы Лакоба до улицы Ардзенба с 8 утра до 19 часов вечера организовано одностороннее движение. Соответствующие службы установили необходимые дорожные знаки. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, сотрудники ГАИ в течение недели не будут штрафовать водителей транспортных средств, которые еще не привыкли к новой организации дорожного движения. 28 октября в Цандрипше состоится матч 19-го тура третьего этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются Цандрипшский Садзе и Тукарчалский Шахтер. Начало матча в 15 часов 10 минут. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения и в системе «Спорт» и в соцсетях. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 28 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3-8, днем 11-16 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.